Будут ли выданы 160 миллионов сомов, обещанные онкобольным на препараты, или эти средства перенаправят? Нет, конечно, эти средства не будут перенаправлены, потому что средства, которые были запланированы и которые были выделены на лечение тех или иных заболеваний, они сохраняются и будут выделяться. Вчера родители детей с эпилепсией обратились с открытым письмом, что из-за закрытых границ они не могут приобрести необходимые их детям лекарства. Их просто не могут отправить в Кыргызстан. Да, в целях оказания превентивных антикризисных мер в сфере лекарственного обеспечения населения Кыргызской Республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции утверждено постановление правительства Кыргызской Республики о мерах по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в связи с пандемией коронавирусной инфекции населения страны, в соответствии с которым до официальной отмены данного постановления разрешается поставка без государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые должны быть зарегистрированы в стране производителя. И обращаются матери, да? Да, родители. Родители. И это постановление, оно действует, на основании чего поставки всех зарегистрированных и незарегистрированных противосудорожных и противоэпилептических препаратов, средств, включенных в национальный перечень жизненно важных медицинских изделий и не включенных, как я уже выше отметила, в соответствии с этим постановлением будет, конечно, осуществляться. Вчера отправили первую партию медиков в Джалабадскую область. Они были добровольцами. Врачи переживают, что теперь будут отправлять принудительно с каждой больницы, с каждого отделения. Так ли это? Да, на сегодняшний день действительно бригада, хочу отметить, выехала добровольцев. И мы, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность всем медицинским работникам, которые сегодня работают в этих очагах инфекции, которые работают на пунктах въезда, которые работают днем и ночью в составе мобильных бригад. И если будет необходимость, конечно, все медицинские работники будут привлекаться к работе по оказанию помощи населению страны. В Казахстане зарегистрирован уже 4-й случай коронавирусной инфекции у граждан, которые приехали из Кыргызстана. 3 из них в Джамбылской области, 1 в Алматинской. Есть ли информация о их передвижении в Кыргызстане, контактах, взяты ли анализы у контактных? База данных контактных ведется, все лабораторные исследования у граждан, которые прибывали, как вы знаете, согласно нашего алгоритма действий, образцы отбирались и проводились лабораторные исследования. О случаях положительных реакций мы вам сообщаем каждый день.